Империализм России на Кавказе. Прошлое и настоящее. До XVIII века стратегией Российской империи было сближение с народами Кавказа и установление военно-политических связей. Россия стремилась представить себя надежным партнером. Россия придерживалась той же стратегии в отношении оккупированных регионов Грузии после Российско-грузинской войны и оккупации 2008 года, устанавливая так называемые дружеские и равноправные отношения и заключая союзнические соглашения. С XVIII века Россия действует по плану полного завоевания Кавказа. В XVIII веке, когда кавказские народы начали оказывать сопротивление, Россия стала искусственно стравливать народы Кавказа друг с другом. Все закончилось уничтожением значительной части местного населения и завоеванием территорий. Сегодня происходит то же самое, например, после того, как население оккупированной Абхазии начало протестовать против политики российской аннексии, Кремль изменил свой дружественный тон, применив санкции, включая отключение электроэнергии, и прибег к угрозам. Геноцид кавказских народов и масштабная колонизация – такова политика империи. Россия переселила русских на оккупированные территории Кавказа, чтобы изменить демографический состав и сохранить контроль над завоеванными землями. Посмотрите, насколько это похоже на современные подходы Кремля: размещение оккупационных войск в Абхазии и Цхинвальском регионе, присвоение газдач Бичвинты и аэропорта Сахуми, проект строительства апартаментов, план переселения сотен тысяч россиян в Абхазию и процесс русификации. Из-за сопротивления местного населения в Абхазии начались репрессии. В будущем это может даже перерасти в геноцид, как уже проверенная стратегия Кремля. Ассимиляция и русификация народов, ведь это и есть цель России. Российская империя проводила русификацию населения завоеванных территорий посредством своей языковой политики. Империя постепенно запрещала богослужение и преподавание на родных языках. Например, кутаисский военный губернатор Федор Гершельман заменил священников и учителей на русских, в том числе в Абхазии, включая Самурзакана. Сегодня, в условиях оккупации, в Цхинвальском регионе не осталось ни одной осетинской школы, а в Абхазии абхазский язык преподается только в начальных классах, и то в ограниченном объеме, тогда как грузинский язык полностью запрещен. Грузинских учителей незаконно выселили из оккупированных регионов. Богослужения на грузинском языке полностью запрещены и проводятся исключительно на русском. Сегодня, как и в прошлом, Россия придерживается колониалистских подходов к соседним народам, включая оккупированные регионы Грузии. Империя не изменилась.